Когда вы были президент Киргизстана, каких больших успехов вы добились, на ваш взгляд, и чем бы вы могли гордиться? Спасибо, Джулия. Я сегодня после нашей встречи с вами привезу книжку, которая издавалась именно после переворота. Там есть показатели. Ну, одно дело экономические показатели, которые на бумаге лежат. А другое дело, когда люди помнят, как жилось тогда, как жилось после. То есть любому руководителю, это мое твердое убеждение, любому руководителю района, области, государства надо давать оценку, вот когда он пришел на эту должность, что он имел, то есть государство или регион, в каком состоянии был. И когда он ушел, что он оставил. Так вот, эти 5 лет, которые я работал, я могу вам сказать, это без всякого хвастовства, народ это оценил по достоинству. Заработные платы, пенсии, пособия росли не на 10-15%, а кратно росли, многократно росли. И это вот рост мы добивали за счет снижения налогов. Мы людей налогами не душили, мы давали волю бизнесу. Предпринимателям давали волю. То есть вот эти все, кто занимался малым и средним бизнесом, там ремонт машин, там парикмахерские, сауны, бани, ремонты там и так далее, кто чем занимался, мы их всех перевели на патент. Никто их не проверял. И за счет этого мы огромный получили рост бюджета, поэтому могли повышать зарплату и так далее, и так далее. Несмотря на то, что после переворота, когда пришел к власти господин Атамбаев, там в течение 10 лет меня поливали как могли, нехорошим. Несмотря на это, 2 года назад, по-моему, или год назад я случайно в интернете прочитал, когда делали обзор, кого из всех президентов считаете самым лучшим. Оказывается, я набрал. Несмотря на то, что 10 лет поливали грязью, плохо, плохо, там, то сделал не так, это. Вот ответ. Поэтому я горжусь, что я работал, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Если даже ты дома целый день лежишь на диване, жена на тебя все равно наедет, скажет, что ты лежишь, правильно? Если даже ничего не делаешь. А кто делом занимается, они всегда какие-то ошибки допустят.